Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, чем может обернуться беспечный сон для матери двухлетнего мальчика, выпавшего из окна. Ребенок скончался в больнице через 10 дней после падения. Покажем, как горят берега Казанки. И мотоцикл на заправке. А также кто, как и из чего производят спиртное под известными марками. Укупорка не нарушена. Имеются этикетки. В Татарстане проходит операция «Алкоголь». Это и не только прямо сейчас. Застолье в рабочий день закончилось убийством 47-летнего мужчины в Нижнекамске. Подозреваемый 65-летний собутыльник и хозяин квартиры, где и проходило застолье. В какой-то момент мужчины не нашли общего языка. И в ходе начавшегося конфликта пенсионер всадил в гостя нож. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Все произошло в доме номер 14 по проспекту Химиков. Двое мужчин, одному 47 лет, другому 65. В будний день выпивали в квартире у пенсионера. Что стало причиной конфликта, следователи сейчас выясняют. То, что старший мужчина в какой-то момент схватился за нож и вонзил его в собутыльника, они уже выяснили. Раненый скончался до приезда скорой помощи. Данное лицо 23 апреля 2019 года было задержано в порядке статьи 91-92 Уголовно-процессуального кодекса. Сегодня ему и была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Мужчину, к слову, уже ранее судимого задержали прямо в квартире. От полиции он не скрывался. Он в Краснодаре, по-моему, живет. Вот. А так с ним не общались? То есть, я видел как-то вечер один раз, вот тут я пришел с работы, вот, и он такой, не, как сказать, в опьянении был, вот, и что-то кричал, орал, ты кто такой, ты что-то делаешь. Буйный, да, сам по себе был? На время следствия подозреваемого арестовали на 2 месяца. Если его вина будет доказана, то свободы он может лишиться на срок от 6 до 15 лет. Рамиль Шайдуллин, Вадим Струминский, «Вызов 112». 10 дней боролись медики за жизнь двухгодовалого малыша в Нижнекамске, но, к сожалению, безуспешно. Выжить после падения с 4-го этажа ребенок не смог. Напомним, трагедия произошла в Нижнекамске 12 апреля. Скорую помощь тогда вызвали очевидцы, которые увидели, как малыш стонет от боли под окнами дома. Какая ответственность сейчас грозит его матери, которая, к слову, в тот роковой день была пьяна, знает Алия Хайрудинова. Лягушка? Да. Эти кадры были сделаны, когда объявили сбор денег на лечение мальчика. Их собирали всем в Нижнекамском. Двухгодовалый малыш был тяжело болен, и его хотели прооперировать в Казани. Но не успели, он выпал из окна 4-го этажа. А что случилось? Не увидел, я виновата. В этот день мать двухлетнего мальчика за произошедшее с себя ответственности не снимала, однако рассказывать об обстоятельствах не захотела. Он с решеткой летел. Сетка. Они сетки плохо устанавливают. Вот я вот дворником работаю. Они без ребят уже вылетают, эти сетки. Вот он, наверное, прислонился и полетел, наверное. Скорую помощь вызывали очевидцы, которые увидели стонущего от боли малыша на земле. Тогда его госпитализировали в реанимацию. Мальчик был в коме. Врачи диагностировали у него перелом черепа и ушиб головного мозга. 2 недели медики боролись за его жизнь, но вечером 22 апреля его не стало. Я не верю, что 2,5 года ребенку он залез на окно, еще и пластиковое окно сам открыл. Соседи сходятся в одном. Женщина любит выпить и в тот вечер также была пьяна. Полицейским она рассказала, что мальчик выпал, когда она спала. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить вплоть до 2 лет лишения свободы. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Марсель Джураев, «Вызов 112». Черный столб дыма накрыл сегодня часть Новосавиновского района Казани. Виден он был практически со всех районов города. Быстро выяснилось, что полыхал сухой камыш на берегу Казанки. Но вот справиться с огнем быстро не получалось. Почему? На месте пожара была Нафиса Минязова. Клубы черного дыма, поднявшиеся на несколько сотен метров, можно было увидеть практически из любой точки города. Очевидцы делились кадрами в социальных сетях. Некоторые вовсе по ошибке предположили, что горел стадион «Казань-Арена». Однако спасатели успокоили. Спортивный комплекс работает в штатном режиме. Горел сухой камыш на берегу реки. Из-за сильного ветра огонь распространяется быстрее. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать открытое горение. К слову, такой пожар на берегу реки Казанка происходит каждый год весной.
Ликвидация огня затруднялась и тем, что подъехать к месту горения сотрудникам МЧС было невозможно. Очаг находился в труднодоступном месте. Работали 3 автоцистерны. Также пожарные установили 2 мотопомпы на реку Казанку для тушения с воды. В этот раз огнеборцам удалось ликвидировать огонь спустя примерно 3 часа с момента возгорания. Общую площадь пожара еще не удалось подсчитать. Вероятнее всего, траву подожгли. Сотрудники МЧС предупреждают, что пал травы – это не шалость. Виновники могут быть привлечены к административной ответственности. К тому же в Татарстане с 25 апреля по 10 мая объявлен особый противопожарный режим. Написала меня Азраза Цамигулин, вызов 112. Нетрезвый мужчина едва не погиб в огне в собственном доме. Пожар произошел в селе Коноваловка Менделинского района. Прибывшим на место огнеборцам соседи сообщили, что в помещении может находиться человек. И они не ошиблись. В котельной спасатели обнаружили 56-летнего хозяина дома. От помощи медиков мужчина отказался. Вероятнее всего, причиной этому послужило его сильное алкогольное опьянение. Он вряд ли понимал, что произошло. Огонь потушили в течение нескольких десятков минут. Сгорели вещи на площади 8 квадратных метров. Причиной пожара, как предположили дознаватели, стала непотушенная сигарета. Едущий прямо на него КАМАЗ и не заметил, признался водитель «Газели» после столкновения грузовиков на пересечении улицы Несмелого и Кировской дамбы. Удар был сильный, пострадала пассажирка «Газели». Женщину госпитализировали прибывшие на место медики. Как и почему не смогли разъехаться грузовики, расскажет Анна Городнова. Помощь прибывших на место врачей понадобилась пассажирке «Газели». Уже в больнице у нее диагностировали ушиб и подкожную гематому лобной области. Хотя, по рассказам водителя, все могло бы быть куда хуже. Меня тормозить уже бесполезно. Если бы я тормознул, вообще жену, может, убил бы. «Газель» ехала со стороны Кировской дамбы, и на перекрестке водитель грузовичка планировал повернуть налево, в сторону улицы Клары Цеткин. Но в самом центре перекрестка в него въехал встречный КАМАЗ, который двигался прямо. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля. Водитель объяснил, почему не пропустил встречный транспорт. Мужчина даже не видел приближающийся КАМАЗ. Я даже не заметил, потом заметил уже перед... Вот осталось метров 5, наверное. Водитель КАМАЗа попытался избежать удара. Это было видно по следам, оставленным на асфальте. Тем не менее, остановить многотонную машину ему все же не удалось. С высокой вероятностью виновным в этой аварии признают водителя «Газели». Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. 3 автомобиля столкнулись на улице Боевая в Казани. Все началось с того, что водитель автомобиля «Шевроле» хотел повернуть налево в сторону улицы Набережной. Автомобилист остановился на перекрестке и пропускал встречный поток. По рассказам очевидцев, когда водитель стал поворачивать, его машину задел Hyundai. Корейская иномарка ехала в том же направлении, только по полосе встречного движения. После удара ее отбросило на Тойоту, водитель которой стоял на улице Набережной и планировал выехать на перекресток. В результате столкновения пострадавших нет. Участники аварии остались дожидаться на месте автоинспекторов. Байк загорелся на автозаправочной станции в Казани. Очевидцы сняли момент возгорания на свои мобильные телефоны. На кадрах видно, что огонь изначально охватил бак мотоцикла, после чего один из байкеров решил скрыться с места, а второй старался потушить пламя при помощи огнетушителя. Затем он отогнал двухколесного друга от колонки, чтобы не спровоцировать пожар на АЗС. Более 2500 литров алкоголя с признаками контрафакта изъяли полицейские у жителя Тукаевского района. Сотрудники ГИБДД остановили его «Газель» на трассе М7, недалеко от села Сосновый Бор. В кузове нашли более 1500 литров алкоголя без документов и акцизных марок. Полицейские предположили, что изготовлено спиртное незаконно, и решили проверить место жительства водителя. Что там было, знает Айрат Назипов. Каждый коробке по 20 штук. Всего в кузове «Газели» сотрудники автоинспекции обнаружили более 1500 литров алкоголя с признаками контрафакта. Тогда вместе с сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции они изъяли подозрительную жидкость и отправились по месту жительства водителя. Вот непосредственно бутылки. Укупорка не нарушена. Имеются этикетки. Уже там нашли более 1000 литров алкоголя без акцизных марок. Таким образом, признаки контрафакта полицейские обнаружили больше, чем у 2500 литров спиртной продукции. Оперативники изъяли по месту жительства данного гражданина алкогольную продукцию с признаками контрафакта, без акцизных марок. Водка под брендами известных отечественных и зарубежных изготовителей. Образцы алкогольной продукции направлены на исследование. Если эксперты подтвердят догадки оперативников, то в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и оборот алкогольной продукции». Айрат Назипов, Нафиса Минязова, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.